Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Нашу сегодняшнюю программу мы посвятим вопросам сохранения здоровья сердца. Это важная и всегда актуальная тема. Мы поговорим о современных методах диагностики и лечения, а также задачах и планах по сохранению здоровья пациентов в южной части Якутии. И сегодня у нас в гостях анестезиолог-реаниматолог, заведующий первичного сосудистого отделения Нерюнгринской центральной районной больницы Семен Макаров. Добрый вечер, Семен Николаевич. Здравствуйте, Яна. Спасибо за приглашение. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте нашу программу начнем с небольшого знакомства. Расскажите, сколько лет вы уже работаете в медицине и почему выбрали именно эту сложную, но, на мой взгляд, очень благодарную профессию? Скажу, что на самом деле моя деятельность медицинская началась с 2000 года. Это уже уходит 25 лет. Начала санитаром, медбратом, фельдшером. С 2008 года уже работаю врачом в нашей больнице. Почему выбрал медицину? Наверное, по зову сердца, потому что здесь по-другому никак. Скажу, что это, наверное, самая благородная специальность, которая есть. А в наше время, наверное, самая востребованная еще. А может быть, у вас кто-то в семье медики? Или вы первый? Да, действительно, в нашей семье действительно очень много медицинских работников. У меня мама фельдшер, отец был врачом, тети, дяди то же самое занимаются врачебной деятельностью. Это, возможно, даже династия врачебная. Да, Также большое желание, чтобы мы стали врачами. То есть действительно по зову сердца и еще и, скажем так, по семейной традиции. Вот расскажите, пожалуйста, как сегодня организована ваша работа? Можно рассказать о коллегах и также поделиться о том, как проходит ваш рабочий день. Наше отделение — это круглосуточно работающий механизм. Настоящая команда врачей. Это у нас выходит в отделение трудятся врачи-кардиологи, неврологи, врачи-анестезиологи, рентген-хирурги. Врачи также других специальностей. Есть офтальмологи, есть специалисты, логопеды, психолог, клинический психолог, медицинские сестры, инструктор ЛФК, массажисты, младший медицинский персонал. Видите, на самом деле перечислил очень много специальностей. У нас в штате более 70 сотрудников. И наше отделение занимается как раз-таки лечением самых тяжелых пациентов с тяжелыми сосудистыми катастрофами, такие как острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, тяжелые нарушения, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, тромбоэмболия легочной артерии, осложненные гипертонические кризы, хронические сердечные недостаточности, острые нарушения мозгового кровообращения. Это на самом деле список можно продолжать очень долго каким-то образом. Как-то так вот. А с какими вопросами чаще всего обращаются к вам пациенты? Чаще всего, конечно же, к нам обращаются пациенты. Я на самом деле перечислил очень большой список, так скажем, заболеваний, которым мы занимаемся лечением. Основные два заболевания — это острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, по-простому это инсульты. Если, например, это инфаркты, либо стенокардия, то это, как правило, жалобы. Пациенты обращаются с жалобами боли в груди, одышка. Может быть, нарушение ритма сердца, повышенным давлением, и также с признаками инсульта. А какие факторы риска наиболее влияют на здоровье сердца и сосудов? И какие меры профилактики вы бы посоветовали применить нашим телезрителям? Скажем так, что главные враги сердца — это же, конечно, артериальная гипертония, высокий уровень холестерина, вредные привычки, такие как курение. Также избыточный вес очень немаловажную роль играет. И, наверное, одно из самых распространенных — это сахарный диабет. И, конечно, стресс. Куда без него, да? Да. А вот как часто нужно проходить профилактические обследования и обращаться к специалисту, если ты не чувствуешь никаких предвестников, каких-то плохих событий, скажем так, связанных с сердцем? И что делать людям, которые все-таки ощущают какую-то нагрузку, возможно? Давайте по двум таким путям пойдем. Если по первому пункту, то, конечно же, всем взрослым, это даже если без жалоб, и вы старше 40 лет, конечно же, рекомендую проходить периодическую диспансеризацию, которая проводится амбулаторно в поликлинике.
конечно, измерять давление свое, контролировать, сдавать анализы крови на холестерин, сахар, снимать электрокардиограмму. Но если же есть тревожные симптомы, боли в грудной клетке, бывают еще атипичные боли, также, если, например, беспокоит одышка, перебои в работе сердца, ни в коем случае это не откладывать на потом, не обязательно обратиться к врачу. Это либо к терапевту, либо к кардиологу. Ну, а если такие симптомы у вас появились остро, то, соответственно, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103. А, Также, если вы заметили, что у вас перекосило лицо, появилась слабость в руке или ноге с одной стороны, либо справа, либо слева, ухудшилась речь, то в этом случае тоже сразу вызвать скорую помощь, так как это могут быть предвестники инсульта. А вот как вы считаете, диспансеризация насколько, скажем так, облегчила вам задачу в части выявления заболеваний и насколько она помогает найти тех, кому нужна помощь? Вот на самом деле есть два этапа диспансеризации, которые проводятся амбулаторно. Первый этап — это скрининговый, на котором непосредственно выявляются пациенты с группой риска. И второй этап — это же углубленная диспансеризация. Пациенты, которые с группой риска, направляются на более детальное обследование. Это может быть и стационарное обследование, это может быть и амбулаторное обследование в условиях поликлиники. Ну, на самом деле, вот, что первый, что второй этап диспансеризации на самом-то деле выявляет именно группу рисков среди обратившихся, прошедших диспансеризацию, и очень помогает в помощи врачам, которые находятся в стационаре. А какие современные методы диагностики и лечения сердечных заболеваний используются сегодня в вашем отделении? Ну, в нашем отделении мы используем весь спектр современных диагностических исследований, также лечение, которое может диагностировать и лечить сосудистые катастрофы. Но в первую очередь мы используем необходимый комплекс диагностики. Это лабораторная диагностика анализов крови, электрокардиограмма, суточное мониторирование электрокардиограммы, давление, суточное мониторирование, эхокардиография, это исследование сердца, УЗИ сердца, УЗИ сосудов брахиоцефальных артерий, то есть исследование сосудов шеи, нижних конечных сосудов. В лечении применяем современные лекарственные схемы, так и высокотехнологические методы исследований. Например, при остром инфаркте миокарда мы выполняем рентгенхирургические методы диагностики и лечения. Это такие, как экстренная коронарография, стентирование. Это когда через небольшой прокол делается либо в руке, либо в область паха. Мы проходим небольшим катетером, скажем, условно, в сердце, и закупоренную артерию обнаруживаем, диагностируем и тут же проводим, можем извлечь тромб, поставить стенд. Это, ну, если в плане, например, стентирования, это называется стентирование, если вытащили тромб, это называется тромбоэкстракция. Проводим тромболитическую терапию, направленную на растворение тромба в сосудах сердца, мозга, что в свою очередь может привести к значимым клиническим улучшениям. Но для этого использования метода есть самое главное условие — это вовремя обратиться к пациенту. Ведь главный постулат эффективности зависит именно как раз-таки от времени обращения пациента с момента произошедшего случая. То есть у вас что-то случилось, что-то забеспокоило, не стоит ждать и откладывать на потом. Необходимо обратиться сразу, вызвать скорую, либо же амбулаторно. Также, продолжая эту тему, 2025 года у нас в рентгеноперационной был внедрен новый метод диагностический, это внутрисосудистый УЗИ, который позволяет провести точную навигацию, определить характер поражения участка именно сосудов. Скажу, что вышеописанные методы относятся к высокотехнологическим методам исследований. И также мы используем методы при сложных нарушениях ритма сердца. Это электроимпульсная терапия, когда сердце бьется неправильно, быстро. Таким образом мы проводим под седацией пациента, проводим электрические удары. Вы, наверное, видели, как в фильмах стукают дефибриллятором. Ну, тот же самый метод, только более как-то будет щадящий. И импульс. Тут на самом деле очень много сложных параметров. Устанавливаем временные кардиостимуляторы. Это тоже спасающая операция при тяжелых нарушениях ритма сердца. То есть пациент поступает с пульсом 20-30 ударов в минуту, это жизнеугрожающе. Тогда мы устанавливаем кардиостимулятор, проводим
через еремную вену, либо подключичную вену катетер. Этот катетер заводится в правое предсердие и подключаем уже к аппарату стимулятор, он дает импульс, и, соответственно, сердце у нас начинает биться так, насколько мы его запрограммируем. Ну, а в дальнейшем пациенты эти улетают в освикут для постановки постоянной кардиостимулятора. Ну, так скажу, это на самом деле вот основные методы, но на этом мы не заканчиваем, потому что если перечислять, их очень много достаточно. Ну вот, получается, ваши пациенты делятся, можно сказать, на тех, кто идет планово на операцию, да, а есть те, кто поступают экстренно. Вот как планово готовятся люди к операции? Расскажите, вот к чему нужно морально подготовиться человеку? Мы принимаем в плановом порядке пациентов со стабильной стенокардией для того, чтобы провести рентгенхирургические вмешательства в плане того, чтобы установить либо провести коронарангиографию, есть ли необходимость установки стента или нет необходимости. Ну, в первую очередь, это, конечно же, подготовка очень важную роль играет самого пациента, потому что мы здесь пытаемся все, ну, естественно, мы объясняем пациенту всю суть процедуры. Так вот, наверное, скажем, больше психологической поддержки для пациента, потому что любого из нас возьми и положи на операционный стол, у любого поднимется давление, начнется волнение. Но в этих случаях, конечно, мы проводим премедикацию, предоперационную подготовку пациента, в том числе с использованием каких-то седативных препаратов определенных. То есть успокаиваете их, можно сказать, да? Да. Так, давайте поговорим немножко о профилактике. Вот что нужно знать о правильном питании? То есть все равно на работу сердца влияет то, что мы едим и как мы это делаем. Вот хотелось бы услышать от вас какие-нибудь советы. По поводу профилактики, на самом деле, по поводу профилактики, тут, я думаю, что это чуть ли не с каждой тумбочки звучит, как правильно вести себя, как правильно кушать, как правильно есть, как правильно дышать. Но именно если взять конкретно в разрезе сердечно-сосудистых заболеваний, то это же в первую очередь, еще раз повторюсь, как раз от курения. Не обязательно заниматься интенсивным спортом. Это даже может, по крайней мере, пойти и лечебная физическая культура, то есть ЛФК заниматься. Исключить, уменьшить, по крайней мере, из рациона соль, мучные изделия, тоже сахар, фастфуд. Ну, таким-то образом, это как раз-таки является профилактикой сердечных заболеваний. Ну и в том числе, конечно, следить за уровнем холестерина и уровнем сахара своего. То есть давайте подытожим. Получается, нужно заниматься спортом, но в меру, при этом хорошо питаться, но правильно, и следить за своим здоровьем. Проходить обследование. Да. Хорошо. Совершенно верно. Давайте поговорим о том, какие мифы и заблуждения существуют вокруг вообще сердечно-сосудистых заболеваний. Вот давайте их обсудим. Вот многие, например, думают, что если ты молод, то с тобой ничего не случится и твое сердце здоровое. Вот так ли это или нет? На самом деле я скажу, что это самое большое заблуждение, что если ты молод и с тобой ничего не случится. Скажу, что как раз-таки заболевания сердечно-сосудистые, то есть это тот же инфаркт, тот же инсульт, они стали молодеть. И вот, к примеру, даже очень яркий пример. Вот у нас буквально недавно поступил пациент, у него, он молодой, 48 лет, у него и инфаркт, и инсульт случился одновременно. Сейчас на данный момент он находится уже на этапе, идет к выписке, состояние его стабилизировалось, чувствует себя хорошо, оценивается ближе к средней степени тяжести, удовлетворительной средней степени тяжести. И когда я разговаривал с родственниками его, они меня спросили, а какое сейчас у меня давление? Я говорю, что 25 на 70. Они очень удивлены. Это же очень низкое давление для него. А какое у него было давление? Для него нормальное давление 150-160. Это очень большое, да? Меня, конечно же, смутило, и в первую же очередь меня сразу ответственность. Так, вот она причина-то вашего инсульта и инфаркта, потому что мы считали, что давление 150-160 для него норма. Раньше, может, и было понятие, как адаптированное давление, но скажу, что сейчас такого понятия нету. Нормальное давление для человека – это 130, предел 130. А как проходит реабилитация после инфаркта и инсульта? Вот что нужно делать, к чему быть готовым, допустим, родственникам и вообще самому человеку, который перенес такое заболевание?
На самом деле, вот очень интересный вопрос, и на него прямо однозначного ответа, так же, как и вот сказать, панацеи нету. Вот если ты переболел инфарктом либо инсультом, ты очень быстро восстановишься. На самом деле этап реабилитации очень длительный и очень серьезный. Так, давайте вот для начала обозначить, что инсульт — это одно заболевание, это когда закупорка происходит либо кровоизлияние в головном мозге, а инфаркт — это у нас закупорка происходит сосудов Процесс сердца. реабилитации у них разный получается, да? Да, процесс реабилитации там абсолютно разный. Если при инфаркте процесс реабилитации более имеет короткий период, промежуток времени, то процесс реабилитации при инсультах, особенно при тяжелых, он может длиться годами. Но, скажу так, тут во многом именно зависит эффект от реабилитации от родственников. Почему? Настрой, Потому да? что либо, например, как помогают близкие. Вот, к примеру, пациент выписался с инсультом, с тяжелой формой инсульта перенес, а пациент лежачий. Что сделали родственники? Родственники взяли, положили его на кроваточку аккуратненько, ну и лежит, кушает, кормит его, все. Это не реабилитация. Так пациент не восстановится. Есть вторая категория родственников, которые начинают активно им заниматься. ЛФК, массажи, физиопроцедуры. Записывают на следующий этап реабилитации, то есть проходит пациент. Вот у этого пациента второго будет шанс восстановиться гораздо выше. Расскажите, пожалуйста, как восстановиться после инфаркта? То есть если мы с инсультом разобрались, то при восстановлении после инфаркта немножко другая схема. Да, восстановление после инфаркта на самом деле чуть другая схема. Тут во многом тоже, в первую очередь, это, конечно же, соблюдение всех рекомендаций врача. Это обязательный прием лекарственных препаратов, срок положенный обязательно. То есть то, что вам врач прописал, кратность приема препарата, дозировку препарата. И также обычно врач пишет рекомендации по контролю артериальной гипертонии, по контролю уровня сахара, если у вас сахарный диабет. Обязательно при ухудшении любого состояния принимать какие-то меры тоже. То есть на самом деле все это прописывается в выписке у пациента. То процесс реабилитации, и он гораздо более благоприятнее проходит, нежели от пациентов с инсультом. И тут постепенно увеличение нагрузки необходимо. То же самое лечебная физическая культура, что же показано при восстановлении от инфаркта. Ну и, конечно же, отказ от курения и следением за уровнем холестерина. Хотела еще такую тему с вами обсудить, как здоровье и спорт. Вот давайте о ней немножко подробнее поговорим. Насколько важно заниматься спортом для здоровья сердца? То есть да, вы сказали, что это важно, но при этом бывает, люди же очень сильно начинают стремительно и старательно заниматься и дают большую нагрузку на сердце. Вот как поймать эту золотую середину? И есть ли такой вид спорта, который наиболее коварен для сердца? Ну, так скажу, на самом деле спорт — это лучший тренажер на сердце, но нужно начинать, естественно, это постепенно. Особенно если вам за 40 лет, и вы ранее не тренировались, то сразу же бежать в тренажерный зал, в стадион, и тягать тяжелые гири, это не стоит делать. Лучше всего начинать это с ходьбы, с плавания, езды на велосипеде. На лыжах можно кататься зимой, в зимнее время. Перед началом серьезных тренировок я рекомендую все-таки проконсультироваться с врачом, пройти электрокардиограмму. Ведь самый коварный спорт — это высокоинтенсивные нагрузки без подготовки. Например, внезапный марафон для нетренированного человека это вызовет на самом деле только хуже, сделать ему для здоровья. И резкая чрезмерная нагрузка может провоцировать срыв. А так бег полезен, но нужно начинать с малых дистанций низкого темпа. Хорошо, спасибо большое за рекомендацию. И хотела обсудить с вами вопрос, вот какие сейчас современные исследования и вообще научные какие-то истории есть в кардиологии? Вот что-то, может быть, вас очень сильно вдохновляет, вы встречаетесь с коллегами, что-то обсуждаете. Вот какая она, кардиология будущего? Я вот когда только начинал свою врачебную деятельность, наверное, каждый из вас слышал такое, когда чей-то родственник поступает,
а вы ему капельницы делаете? На самом деле это самый такой вот избитый вопрос, сделать ли вы капельницу, потому что многие до сих пор думают, что капельница — это панацея от всех заболеваний, но на самом деле это не так. Современная кардиология ушла очень далеко. Сейчас настолько большое количество разнообразных препаратов, групп препаратов, которые назначаются при разных видах заболеваний. В последнее время очень активно в нашем, по крайней мере, регионе в республике развивается телемедицинская сеть. Это возможность консультировать пациента удаленно. Также это разработка новых, более безопасных, эффективных, менее инвазивных методов хирургии, таких как рентген-хирургическая диагностика лечения. Тут по поводу ангиографа, о чем я говорил. Ведь развитие рентген-хирургии — это вид помощи нужно реализовать не только в административных центрах, но и в удаленных районах. Учитывая специфику нашего региона, у нас республика очень большая, территориальная, и не всегда можно вывести пациента даже элементарно по погодным условиям. И было бы прекрасно, если, например, рентгеноперационные, как у нас, также появились в других в районах нашей республики. Да, будем очень сильно на это надеяться. И хоть вы сказали, что все прекрасно знают о том, как оказать первую помощь, я бы все-таки попросила вас еще раз для наших телезрителей рассказать, что делать, если ты увидел, что человек почувствовал себя плохо. Да, понятно, что нужно вызвать сразу же скорую помощь, но, может быть, что-то еще нужно сделать для того, чтобы человеку помочь. В первую очередь, это тут вопрос ваш можно разделить на две когорты, то есть на два раза. То есть первое — это где человеку стало плохо, либо дома стало плохо, либо же это стало плохо в общественном месте. Начнем с дома. Конечно, если стало дома плохо человеку, то, конечно, в первую очередь его уложить, расстегнуть воротник, дать приоткрыть чуть окно, дать приток свежего воздуха. И, соответственно, вызвать скорую помощь. От чего стало плохо и почему стало плохо, тут уже непосредственно сложно об этом говорить. А если же стало плохо, и вы увидели, что стало плохо человеку в общественном месте, то в первую очередь это не пройти мимо. В любом случае не пройти мимо, потому что если вы увидели, что человеку стало плохо, но вы тем более в общественном месте, то ни в коем случае не проходить мимо, оказать ему какую-то помощь, содействие, даже подойти, спросить, все ли с вами в порядке. Потому что это может быть и признаки инсульта быть, это может быть человек и инфаркт случился, какое-то синкопальное состояние, потерял сознание. На самом деле очень много заболеваний, которые может привести к потере сознания, и в том числе с летальными исходами. Семен Николаевич, я благодарю вас за интересную и очень важную и нужную для всех нас беседу. Желаю успехов в вашей работе, поменьше на самом деле вам пациентов, и чтобы всегда все вовремя успевали и оказывали помощь. С вами была Яна Бабаева и программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням в 19:15, расскажем обо всем в деталях.